Посмотрим, на что способен Хазбик лицом к лицу. Сопляк маленький. Не ври, ты в этот момент находился дома. Вот сейчас станем на это место, проверим, кто боится. За какие деньги ты готов выйти и подраться с Абдурозиком? На этом карте я тебе купить могу, вообще же есть. А почему тогда до конференции истерил как ребенок? Не болтай, я тебе боковую дам один. Отпусти! потом Отпусти, я подрался. сказал! Не быку, я сказал! Ну попробуй, да. Я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Пожалуйста, не поленитесь, прямо сейчас подпишись на этот YouTube-канал Асхаб Тамаев. И как наберете тут 1,5 миллиона подписчиков, я закину продолжение пресс-конференции и бой. Погнали! Друзья, приветствую вас всех, вы на канале Асхаб Тамаев. Сегодня у нас в гостях Хазбулла, ассаламу алейкум. Алейкум. Также наш дорогой брат Таджикистана Абдурозик. Алейкум салам. Это противостояние ждет вся Россия, не только вся Россия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и другие страны СНГ. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Меня зовут Магомедов Аслан Магомедович. Мне 18 лет. Я из Хушета. У меня цель побить Абдурозика. Салам алейкум, дорогие братья, меня зовут Абдурозик. Я из Таджикистана приехал в Махачкалу, чтобы побить Хазбика. В Дагестане есть вот такой бомба и есть горе бомба. В свободное время я тут бегаю возле моря на горках и вот так купаемся, тренируемся. Посмотрим, на что способен Хазбик лицом к лицу. А то он умеет только красиво говорить. Покажу ему, кто тут главный. Абдурозик, я тебя посажу сюда и отправлю эту лодку в Таджикистан. Друзья, вы, наверное, постоянно слышите об инвестициях, дополнительном заработке и пассивном доходе, но как это лучше сделать? Каждый из нас хотел бы работать сам на себя, из любой точки мира зарабатывать крутой кэш. Тратя при этом несколько часов из своего времени в день. Я не Билл Гейтс и не Илон Маск, но я зарабатываю неплохие деньги, торгуя на международных финансовых рынках. Мой график очень плотный, но я всегда торгую в свободное время и зарабатываю хорошие деньги. Это просто, удобно и, главное, прибыльно. Качественный выбор брокера в начале карьеры трейдера – это залог успеха и хорошего заработка. И, к счастью, у меня есть такой брокер – это EvoTrade. EvoTrade – это не просто торговая платформа, это топовый брокер, который проведет вас в мир трейдинга от А до Я. Предоставит вам обучение на видеокурсах, вебинарах и книгах, и также поддержку опытных аналитиков, которые научат вас стратегиям заработка на бирже. Я лично торгую на EvoTrade уже более года и уверенностью могу вам советовать этого брокера. Год назад я начинал с $500. И с помощью EvoTrade мой баланс уже сейчас более $15 тысяч. EvoTrade – это ваш шанс начать хорошо зарабатывать и обучаться трейдингу совершенно бесплатно. И получите эксклюзивную топовую торговую стратегию с обучением. Обязательно скажите, что вы от Асхаба. Ребят, не упускайте свой шанс изменить свою жизнь раз и навсегда с EvoTrade. Абдурозик, ассаламу алейкум. Салам алейкум. Абдурозик, расскажи нам, сколько тебе лет, откуда ты и сколько ты весишь? Мне 17 лет, я из Таджикистана. Вес 17 килограмм, рост 1 метр. Хазбулла, представься ты, какой у тебя вес, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Мне 18 лет, у меня рост 93, и это у меня вес 18. 18 килограмм. То есть получается разница в весе между Хазбуллой и Абдурозиком 1 килограмм. Это надо привести и проверить. То есть это надо проверить, да? Да, мы это проверим. В любом случае для Абдурозика, для Хазбика даже 1 килограмм играет важную роль, потому что это примерно 10% или 5% от совокупности всей массы. Расскажи нам, Хазбулла, из-за чего начался весь конфликт с Абдурозиком? Почему это произошло? Я, короче, кидал на 17 килограмм с любым выскочил. На 18. Сказал, и он вызов принял и начался оттуда. Да? Абдурозик, расскажи свою версию. Почему начался конфликт с Хазбуллой? Почему все это произошло? Он бросил вызов до 18 килограмм в 7. Но это было понятно, что он намекнул мне. И я, конечно же, принял его вызов и сказал, я ему набью рожу. Смотрите, почему тебе интересно подраться с Абдурозиком? Почему именно Абдурозик? Он вызов принял мой, и я готов драться.
Ты готов с ним драться, да? Ты готов с ним драться? Конечно. Абдурозик, ты готов драться? Раз уж я здесь, конечно, я готов на 100%. Хазбулла, как ты думаешь, в чем твое преимущество? Как ты собираешься выиграть Абдурозика? Увидимся. Как ты думаешь, у тебя борьба хорошая, либо стойка? Это секрет, вообще там увидимся. То есть ты говорить не собираешься Нет. этого? Почему так? Потому что это секрет. Абдурозик, в чем твое преимущество? Мне вообще не важно. Не важно, это стойка, это партер. То он такой толстый, что я с одного удара просто вырублю его, и все. И он еще как ребенок начинает истерить. Можете успокоить его? Да. Это у него вообще партер хоть есть, он где учится вообще? Я-то Дагестана самый это лучший Не зал. веди себя как Даже ребенок, в России успокойся. Самый бомба лучший зал, там учусь. То есть, смотри, ты тренируешься у Хабиба Нурмагомедова, да? Это на всем мире лучший зал. То есть, ты сам с Хабибом тренировался или нет? Поверь, мне не важно, где ты тренируешься. Вообще. Да? Всем так без разницы было. И 29-0 это без разницы даже. Не 20-0 у Хабиба. 29-0. Да, 29-0 у Хабиба. Скажи, а почему тогда ты ведешь себя как Конор и подражаешь ему, если ты тренируешься у Хабиба? Посмотрим дальше. Нас смотрят миллионы людей. Как вы думаете, почему нас смотрят? С чем это связано? Почему вас так сильно любят? Почему? Не знаю, потому что мы маленькие и редкие люди. Хазбика никто не любит, это точно. Я отвечаю. Да, посмотрим, мои подписчики меня любят. Даже в Дагестане тебя не любят. Знаешь почему? Потому что ты строишь из себя крутого, высокомерный, не фоткаешься с людьми. Конечно, тебя не любят. Если я Таджикистан приеду, со мной то и будет таджик фоткаться. Смотри, Хазбулла, Абдурозик наш гость. Да. Он же приехал к нам в гости в Махачкалу. Да. Почему, когда мы пришли к тебе домой, тебя не было дома? И после этого ты нас искал в сторисах. Ты сказал, что Абдурозика я хочу найти и набить ему морду. Почему так? Потому что вы когда ко мне стучать пришли, меня почему не набрали? Я в городе был тогда. Ты приехал бы? Конечно, за 5 секунд приехал. Я весь город Слышишь? Не ври, ты в этот момент находился дома. Ты просто испугался, из-за этого не вышел, и все. Вот сейчас станем на это место, проверим, кто боится. Один боковой дам тебе. Короче, Веди себя как профессионал, адекватно. Завтра бой, там покажешь себя. Да, проверим. ты мне писал голосовые, чтобы Асхаб, скажи мне, Абдурозик, я хочу его найти и набить ему морду. Я тебе сказал, что я не скажу, где он находится, он был со мной. Да? Да, ты что... А ты обманул, видишь, он в гостинице находится. Ну он наш гость, понимаешь, мы профессионалы. Ну, смотри, это да. Если это месяц Рамадан не был бы, и он гость не был бы, я его давно здесь не оставил бы. Просто... Слышишь? Смотри, вот ты говоришь, что ты мусульманин, а по факту ты везде материшься. В сторисах, в Инстаграме. И люди жалуются, что ты материшься везде. Да, альхамдулилля. Стой. Я мусульманин, да, альхамдулилля. Мусульманин никогда не матерится, понял? Я матерился, иншалла, месяц. Смотри, он заикается, не знает, что сказать. Вообще, вы ставки рекламируете, вот он ставки рекламирует, месяц Рамадан еще. Он сколько ураза держал, вот скажи, и ставки рекламирует. Ставки это очень опасная вещь. Слава Аллаху, я держу пост с 1 класса, а не выделываюсь, как ты. Понял? Да, хорошо пост держишь, хорошо. Смотри, он заикается, не знает, что сказать. Я то матерился, у каждого есть минусы. А это... Слава богу, я держу пост. Я сутки был в дороге. 24 часа ехал к тебе, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому не держу пост. Хорошо, сутки ты ехал сюда. А почему в месяц Рамадан он ставки рекламирует? Почему, да? 1xbet, ты имеешь в виду, да? Да, это агрессия. Они за 2 истории мне рекламу 2 лям давали. За 2 сториса 2 ляма тебе 1xbet дает? Да. Давали, не рекламирую. Слышишь? Не надо врать. Твоя реклама стоит 1000 рублей. Какие 2 миллиона? Ты о чем? Клянусь Аллахом, давали мне 2 лям. Слышишь? Ты меня постоянно умолял, чтобы я с тобой вышел в прямой эфир и пообщался. Ты о чем вообще? Подожди.
Ах, Абдурозик мне говорил, что ты ему раньше писал, до того, как ты стал популярным, чтобы ты совместно сделал прямой эфир. Да. Ты ему писал? Да. Да, он мне писал, чтобы я вышел с ним в прямой эфир. Он говорит, что тебе писал, а чтобы ты с ним прямой эфир. Ага. Было такое, да? Да. Был. Когда ты ему писал? Я давно, год назад ему писал. А почему? Хотел хайпануться? Нет. Почему? У меня подписчиков много больше было. Ты опять врешь. У тебя не было вообще подписчиков. Ты копировал меня. Ты мой клоун. Ты сколько... Даш, смотри. У вас 400 тысяч подписчиков. Да сколько время это поднялся? Смотри, население Таджикистана 10 миллионов. Если бы я находился здесь, в России, как и ты, у меня уже 5, 6, 7 миллионов подписчиков было. Зачем? Население это зачем трогать вообще? Если бы я был в России, у меня бы 10 миллионов подписчиков было, понял? Я сравниваю население и количество подписчиков. Я понимаю, вы сейчас хотите друг друга набить лицо, я понимаю, что у вас есть кураж, и вы хотите подраться. Он неправильно сказал. Вот здесь он за год его 400 тысяч подписчиков не набрал. Потому что его подписчиков 250 чем-то. Я тебе еще раз говорю, у нас население 10 миллионов, а не 150. Да, то есть смотри, в Таджикистане население 10 миллионов людей, а в России 140 миллионов людей. Это не от людей зависит, брат. Как ты себя ведешь, вот так зависит. Понял. Смотрите. Это зависит от людей, то, как ты себя ведешь. У тебя есть преимущество, ты разговариваешь на русском. Если бы я разговаривал на русском и умел разговаривать, у меня минимум 10 миллионов подписчиков было бы, понял? Это не мое право, то, что ты не знаешь русский язык, то, что у тебя подписчики Смотрите, не набираются. подождите, у меня вот такой вопрос. У вас действительно идет конфликт, либо вы специально притворяетесь и делаете шоу, чтобы на этом зарабатывать деньги? Да. А? Да. То есть ты зарабатываешь деньги, да, таким образом? На Инстаграме зарабатываю. Я имею в виду, на данном этапе вот... Лично я не играю какую-то роль. У меня это настоящие эмоции. Вот Хазбик пришел за деньгами и за хайпом, это точно. Да, я за деньгами пришел, а вы месяц Рамадан что рекламируете уже? Один эксперт, это ставки, мусульмане не должен ставки рекламировать. Ты когда-нибудь делал рекламу на 1xbet? Нет, я не делал. Из-за этого... Стой. Вот скажи мне, мусульманин должен материться? А? Скажи. Не, Вот, к сожалению, я не могу сказать эти слова, которые ты говоришь на публику. Ты считаешь, это правильно? Это правильно ты считаешь? Каждый человек уже матерится, это да, я неправильно сказал. А он ставки, это ставки... Слышишь, я лично никогда не рекламировал. Подождите, Ты видел подождите. когда-нибудь? У меня есть команда, у меня есть менеджеры. Подождите, пацаны. Смотрите, у нас есть вопросы, которые подготовили наши подписчики. Я буду, конечно, соответственно, их вам задавать. За сколько вы готовы выйти в октагон? За какие деньги ты готов выйти и подраться с Абдурозиком? Мне 1 000 000 рублей дали, то, что бой не был. Это бой не будет, потому что мы обещали 1 000 000 рублей дать и бой не будет. Понял. Как вы думаете, Абдурозик, как ты думаешь, как люди относятся к вашему противостоянию, к вашему бою? Что ты думаешь? Когда предлагали деньги, мы сначала ждали, не брали деньги. Хазбик взял, потом мы взяли, потому что Хазбик первый отказался. Мы до последнего ждали и думали, что состоится этот бой. А ты взял деньги, отснял видео, уже всем было понятно, что боя не будет. А Хазбулла, он говорит, что типа ты взял сперва деньги и ты испугался. Да? Да, 1 000 000 рублей. Ты сперва начал взял. Да, нам первым и предлагали деньги, но мы не сразу приняли это предложение. Я не испугался, давай выйдем сюда на это место, будем драться. Слышишь? Верни им 1 000 000 рублей, и мы с тобой выйдем в бой. Согласен? Хотя мы уже пообещали, что этого боя не будет. Давай отдадим обратно 1 000 000 и будем драться. Готовы? Да. То есть Хазбулла, ты готов? Слышишь, не строй из себя миллионера. У тебя и рубля в кармане нет. Подождите. Карман куда ты вообще лезешь, отцу? Бабки есть у Хазбуллы? Бабки, на этом карте я тебе купить могу, вот сейчас есть. Что там Хазбулла на карте? Что там не важно то, что там. Пожалуйста, вот ты ничего не говори. Если бы ты был мужчиной и имел уважение к гостю, ты бы хотя бы приехал в Москву. Я приехал в Москву. Я приехал в Махачкалу. Я пришел к твоему дому, а тебя не было. Да, ко мне вы пришли.
Я не приехал, потому что родители слушать надо. И Скажи, а родители почему ты не пустили. приехал в Таджикистан? Это я приехал к тебе в Махачкалу, а не ты. Потому что родители не пустили. Родители тебя не пускают. Почему? Потому что ты ведешь себя как ребенок. У тебя нету мозгов, поэтому. Не боятся они, мусульмане друг друга драться нельзя, и они не пустили. Ты же за Хабиба болеешь. Хабиб тоже мусульманин. Он же дерется. Он же выходит в бой. Да? Это дирекция Юра, это его право. У каждого свое право есть. Надо, как положено, право делать. А почему тогда до конференции истерил как ребенок? Тебя даже в Дагестане не любят. В твоем Дагестане. Кого бы я ни встретил, говорят, он не очень хороший парень. Да, мне Дагестан никто не любит. Из себя строят крутого, понтуются, говорят. Хазбулла, смотри, была такая история, то, что мы с тобой договорились о том, что мы будем делать съемки. Мы договорились с тобой о определенной сумме, которую мы не можем, к сожалению, озвучивать на камеру, а также сумму, которую мы готовы давать Абдурозику. Мы договорились с тобой о определенной сумме. Когда приехал Абдурозик, ты сказал, что дай мне его, дай адрес его, я хочу его набить морду. Тамаев, если ты не дашь адрес, где он находится, то я завтра не буду сниматься на пресс-конференции. А почему он боится свой адрес сказать, да? Почему мы не давали адрес, Абдурозик? Почему мы не хотели давать адрес? Объясни Хазбику. Потому что мы дали слово и обещали, что увидимся на пресс-конференции и покажем свои эмоции тут, а не так, что до конференции увиделись, пообщались и так далее. Мы дали слово. А почему вы на пресс-конференции мафию играете? Давайте выйдем на улицу, там поборемся нормально, припишем. Почему как клоуны здесь что ли сидят и мафию играют? Слышишь, ты взял деньги и плюс дал слово. Где твое слово? Окей, ты взял деньги, а где твое слово, скажи мне? Братишка, тормози, успокойся. Мужчина держит свое слово. Мусульманин держит свое слово. Ты понял меня? Мусульманин держит свое слово. Мусульмане держат свое слово, да? Пускай один он с партийки и выйдем на улицу. Окей, хорошо. Мы можем даже подраться на улице, неважно, в любом месте. Но ты скажи, почему ты не держишь слово? Где твое слово? Что за слово не держишь? Хазбулла, мы с тобой вчера поругались, ты сказал, что все, Асхаб, я не буду у тебя на пресс-конференции, ты меня тоже обиделся, даже меня тоже, короче, там, сказал на меня тоже. Почему так? Чем это? Почему именно на публику надо это выставить и там показать, пресс-конференцию? Просто выставить и помахаться там, вот это выставить. То есть ты хочешь без камеры просто подраться с Абдурозиком? Не надо врать и из себя строить хорошего. Ты все это делаешь ради денег, признайся. Ты делаешь все ради денег, только ради денег. Не надо врать. Да, то есть была такая история. Вчера еще с Асхабом у тебя были разборки из-за денег. Я покупаю билеты, Абдурозик и его менеджеры покупаем, ты сказал, да, пусть они приезжают сюда, короче. Они приехали, и ты через 2 дня говоришь, Асхаб, я на пресс-конференцию не буду, я не хочу, короче. Мы сперва не договорились с тобой о сумме, а потом сумму подняли. Я сказал, потому что я с ним поздоровался, салам дать, просто общаться, что как будем делать. Ну, пожалуйста, не надо врать, не ври. Хотел, и он не вышел. Подождите, смотрите. Вот ты сейчас нагло врешь. Почему ты это делаешь? Ты на камеру так говоришь, но на самом деле ты делаешь все ради денег. Ради денег все. Я делаю для денег, да, все? Слышишь, если еще нужны будут деньги, еще отправим из Таджикистана деньги. Потому что до этого уже тебе отдали наши таджикские братья. Деньги при чем, брат? Деньги все делают, деньги все делают. Деньги надо по правилам делать. Смотри. Перестань выделываться. Еще раз повторюсь, ты здесь ради денег. Есть такие комментарии, я этот вопрос задавал Абдурозику. Есть такие комментарии, когда люди пишут, что ты, Абдурозик, инвалид. Ты себя считаешь за инвалидом? Несмотря на то, что многие люди были против, что я задаю такой тупой и даже странный вопрос, но я задаю то, что есть, то, что на мне пишут в директ. Ты себя считаешь инвалидом? У нас себя нет, а родители считают. То есть ты себя считаешь нет, да? Все врачи тоже считают, я нет. Почему? Можешь объяснить нашим зрителям, почему ты себя считаешь здоровым и не считаешь себя инвалидом? Не знаю, у меня только рост не растет и все. Объясни и людям. Просто когда ходишь, быстро устаешь. Объясни людям, что у тебя ум
как у 18-летнего подростка, как он должен быть. То, что все у тебя есть, и ничем ты не хуже, чем люди. Потому что они пишут, то, что у Хазбика и у Абдурозика ума нету, почему вы устраиваете им конференции? Я им объясняю то, что Абдурозик... Брат, они 18 лет дети же есть, дома сидят и телефон смотрят, просто пишут негатив, потому что они дома сидят, родители даже им рублей не дают. Они то хотят заработать что-то, и они завидуют из этого. Я с тобой полностью согласен. Абдурозик, смотри, ты себя считаешь инвалидом? Слава Аллаху, у меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть мозг, ум. Я зарабатываю деньги, каждый месяц отправляю домой. Я строю дом, я строю ресторан у себя в городе. Я не считаю себя, слава Аллаху, инвалидом. Это самое главное. Я считаю, что я лучше некоторых взрослых людей, потому что я умею зарабатывать деньги. Я желаю, чтобы и Хазбик стал таким же мудрым и не считал себя инвалидом. Спасибо. Сколько, Хазбик, ты зарабатываешь в месяц? Плюс-минус, чтобы... Плюс-минус, примерно. Я на видео не буду говорить, брат. Это секрет же. То есть плюс-минус... Это не ваши мои деньги, что я делаю. Никак не вариант сказать. Ну, тебя могу на камеру. Давай на ушко, примерно. Я не скажу, отвечаю, не скажу. Не. Отвечаю, не скажу. 37 рублей он зарабатывает. Скажи 37 рублей зарабатывает, и все. 37 рублей зарабатывает? Что? А сколько ты зарабатываешь, Абдурозик, в месяц? Честно, я зарабатываю хорошо, но цифры не могу сказать, так как налаживают налоги на блогеров. Это шутка была, если что. То есть, получается, никто не хочет говорить свои деньги? Конечно нет. Конечно нет. Зачем это говорить, свои деньги? Ты говорил, что я зарабатываю 1 000 000 рублей, да? Ну, миллион мало, брат. 2 миллиона дальше зарабатываю. Как ты думаешь, сколько я зарабатываю тогда в месяц? Месяц? Это не знаю. Он один раз заработал только 1 000 000 рублей. И то это мы дали. Ты машину купил за деньги, которые дали тебе с Таджикистана? Хорошо. Ты своим отцу... Только ты, Асхаб, даешь ему деньги и с ним снимаешь ролики какие-то для Ютуба. А так он никому не нужен. Кто ему даст деньги? Ты рекламировал ковер. И после этого над тобой издевались и снимали приколы. Ты видел это? Смотрел? Ты рекламировал ковер. Ты смотрел? Над тобой издевались, прикалывались, приколы снимались. Ты смотрел? В ТикТоке это, в Инстаграме, везде есть. За сколько ты рекламировал ковры? Это не важно вообще. Тебе нравится? Скажи мне, тебе нравятся такие приколы? Чё? Ковролин. Это если люди прикалываются, это на том что-то наказало. Ты хоть отцу один раз машину подарил? За 1 500 000 рублей. Да. Где подарил? Что за машину подарил? Я взял 1 000 000 рублей и строю дом отцу. И также строю дом в городе. А не как ты пошел и сразу купил машину. Машину я успею в любой момент купить. Дом на ставках строишь всегда, да? А мне нужно как-то рекламировать? Нет, мне это не нужно. То, что я покупаю, чтобы рекламировать это, выставлять, зачем мне это? Лучше машину, что попал, рекламировать, чем ставка 1х. Смотрите, давайте так, хорошо, если на то... Да ты достал уже говорить Подождите, 1xbet. если на то... Больше ничего не можешь сказать. Если на то пошло, давайте зададим вот такой острый вопрос в каждую сторону, чтобы потом не было никаких вопросов. Смотри, сперва мы начнем с острого вопроса к Хазбуле. И надеюсь, вы не будете на меня обижаться, но наши зрители спросят, почему ты не задал такой вопрос. Хазбула, у Абдурозика есть претензии к тому, что ты материшься. Да, у каждого есть свои минусы, у каждого есть свои плюсы. Также и у меня их много. Я никак себя не одобряю, никак. У меня очень много косяков, вы это прекрасно сами понимаете. Почему ты материшься? Не знаю. От других людей научился, и вот так получилось. В нашем ролике мы никогда не позволяем, чтобы ты матерился. И ты этого не... ты врешь, не надо врать. Ты являешься примером для детей. Ты им это показываешь. А ты показываешь своим подписчикам то, что можно 1xbet рекламировать. Смотри, мафия не грозит. мы задали вопрос Хазбуле, перейдем к вопросу к Абдурозику. Абдурозик, смотри, Хазбула недоволен тем, что ты рекламируешь 1xbet. Да, почти все блогеры рекламируют. Почти любые. У кого есть контракт, они рекламируют. Но здесь важно то, что не я лично рекламирую, а мой менеджер или моя команда. А материться Хазбик лично. Ты что-то я разговариваю. Ты что я разговариваю с отцом. Ты что я разговариваю с отцом? 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 Ты что я разговариваю с отцом?
Да тебя и так никто не слушает. Ты неинтересный. Пупсик, успокойся. Ты материшься другим людям пример показывает даже. И он из блогера пример взял, то что эксперт рекламирует. А он же говорит, другие люди рекламируют, один эксперт. Покажи мне хоть одно видео покажи, где я говорю 1xbet. Лично я. Я никогда этого не говорил. Покажи видео. Он говорит, что он никогда не говорил сам, что чтобы люди ставили, а он просто закидывает видео, которые ему присылает эта компания. Ну там же люди делают. Опять же, не я добавляю это видео. У меня есть менеджер, у меня есть команда. 100 раз я тебе уже об этом сказал. А твои подписчики видят, и это тоже профиль. Смотрите, пацаны, у тебя на аккаунте было больше, почти 700 тысяч подписчиков. Да. Аккаунт заблокировали, к сожалению. Все его смотрят сейчас благодаря тебе. Все подписчики перешли от тебя. Его никто не смотрит, он никому не интересен. Никто его не уважает, даже в Дагестане его не любят. Его же земляки, у него нет уважения. Он говорит, почему-то он говорит, что тебя в Дагестане не любят. Почему так? Мафия играет, он не знает, кто меня не любит. Сколько бы раз я не ездил в такси, все жалуются. Говорят, что он ведет себя как ребенок, высокомерный, не фотографируется, не общается. Слышишь? Скажи спасибо Тамаеву, что он показывает тебя на такую большую аудиторию. Он поднял твое имя, он тебе помогает. А ты начинаешь как ребенок себя вести, отказываешься от конференции. Давай говоришь. Смотрите, хорошо, оставим эти моменты. Смотри, мне Абдурозик вчера подходит и говорит, почему таксисты или другие люди говорят, что Хазбек злой, почему он с другими людьми не фоткается, привет не передает. Типа, почему так? Хорошо, что? Если один раз одному человеку сказал, он кентом хочет уже стать братом, первый раз увиделся, братом стать хочет, чтобы с ним гулял, с ним что попало дело. Из этого всего надо строго вести свой... Эй, слышишь? Ты даже из дома не выходишь. До вчерашнего дня тебя даже никто братом не называл. Что ты строишь из себя крутого? Надо себя вести одинаково, потому что если ты на себя много людей берешь, они свой круг собирают, а оттуда большой круг. То есть ты, получается, ты хочешь... Надо 4-5 друзей, нормальных друзей, искренних взять, и остальные чуть дальше оставить. То ты считаешь, что те друзья, которые с тобой... Я часто вижу в сторисах, что с тобой разные пацаны. Да. И сегодня мы приехали с твоим братом, я ему написал, я знаю, что он с тобой всегда, и ты его очень сильно уважаешь и любишь. Да. Остальные люди, которые бывают вокруг тебя, с какой целью они с тобой? Объясни. Почему настолько много людей с тобой бывает? Основную страницу потерялся, они тоже потерялись. Вот такие они друзья. То есть у тебя были друзья, ты аккаунт заблокировал, и друзья потерялись? Да, с аккаунтом мы все потерялись. А я потерялся? Нет. Нет же? Вот видишь, и поэтому уважает брата Тамаева, понял? И смотрите, друзья, знаете, какая ситуация, то, что, скажем, как есть, прямо на камеру, то, что мы это как бы особо не говорили, но у нас постоянно с Хазбулой бывают непонятки с другом, это как бы нормально. Сам характер у меня сложный, также характер у Хазбулы сложный. Почему-то ты бываешь недовольный. Почему так, Хазбула, почему? Не знаю, там нормально не поспал, нормально что-то бывает. То есть это зависит от того, что от твоего настроения, да? Да. Так ты мне скажи, Асхаб, я сейчас не настроение, потом с тобой поговорю, короче. Секунду, подождите. Ты сначала успокой себя. Тебя даже не боятся первоклассники. Ты не можешь даже убить муху. Твой удар не такой сильный, ты понимаешь? Я тоже это признаю. Если он один раз ударит, ты мне что-то не сможешь говорить, да? Почему здесь мафия? Пожалуйста, Ты хочешь подраться не с ним? начинай. Да, хочу. Прям сейчас хочешь подраться? Пожалуйста, не начинай. Вот я сейчас у тебя в гостях. Ты хоть один раз приедь в Таджикистан, и мы тебе покажем, и увидишь, что такое гостеприимство. Мы не будем кричать как-то, не будем истерить, не будем орать и говорить, где ты. Мафия, не играй голову. Аккуратно. Что ты сказал? Ну попробуй ударить, попробуй. Иди сюда. Садись. Иди сюда, я сказал. Садись. Иди сюда, я сейчас сожру тебя.
Эй, пацаны, подожди. Хазбула, пожалуйста. Хазбула, он гость. руки трогаешь. Хазбула, он гость, садись. Пускай не болтает. Хорошо, садись, Хазбула. Я его не ударил, потому что он гость месяц Рамадан. Потому что у Разапорки есть что. Да, сегодня... Что ты останка? Успокойся тогда. Что ты начинаешь истерить? Успокойся. Хазбула, по-братски. А что ты оставил? Хазбула, по-братски. Хазбула. А что ты оставил? Нет, Хазбула. Подожди, Хазбула, смотри. А что? Отпусти. Я тебя оставлю. Отпусти его. Пусть почувствует мой удар. Хазбула, подожди, Хазбула, смотри. Не болтай, я тебе боковой дам один. Ты ребенок, Ай. слышишь, ты ребенок. Хазбула, по-братски. Я тебе... Хазбула. Ну-ка, подойди. Хазбула, Ты я так тебе- много Хазбула. разговариваешь, подойди. Давай, подойди, я Успокойся, брат. посмотрю. Успокойся, брат. Вот это друзья, не пускай драться. Друзья, Честно, я смотрю на него, и мне смешно становится, реально. Он ведет себя как ребенок, маленький ребенок. Хазбула, давай, не позорь нас. Хазбула, не позорь нас. Успокойся, брат. А что там мне говорю? Хазбула, по-братски, что ты? Слышишь? Ты сейчас позоришь Дагестан, ты это понимаешь? Ты Хазбула. позоришь. Отпусти его, отпусти. Что он скажет? Что он сделает? Эй. Отпусти его. Что он скажет? Что он сможет сделать? Хазбула, Что ты сможешь сделать? Хазбула, Слышишь? Хазбула, по-братски. Пацаны, эй, садись. Хазбула. А что ты сам мне такой? Эй, Он сама играет. Абдуразик, успокойся. Пускай не марашит. Абдуразик. Все. Рука опусти меня, а что такое? Сюда иди. Абдуразик. Что такое мне говорю? Я не оставлю тебя. Сюда иди. Иди сюда, я сказал. Пацаны. Я с тобой сейчас во время Рамазана разговариваю по-хорошему. Я сейчас тебя на кусочки пацаны. порежу, понял? Отпусти Подожди. его. Иди сюда. Иди сюда. Собака. Это означает собака, ты понял? Щенок вообще закрыла. Отпусти. Сюда иди. По-братски, подожди. А что ты оставил? Хазби, по-братски. А что мне говорю? А что Оставь, я сяду. Я с тобой общаюсь по-братски только потому, что Тамаев меня попросил. Только из уважения к нему. Я бы знал, как с тобой общаться и как себя вести. Я могу тебя ударить, я могу злиться тоже. Но я себя веду адекватно. Подожди, мы же гости. Подожди, он же гость. Подожди. Все. Эй, подожди. Все будет в клетке, пацаны. Абдураз, успокойся. Говори. Хазбула. Говори. Хазбула, подожди. Хазбула. Давай. Не. Джабю. Не. Сопляк маленький. Джабю. Не. Абдураз. Баба, пусть дай канал не Хазбула, успокойся. Давай. Все. Эй, ты что на публику мафигаешь? А что ты сам мне ты Иди сюда. Эй, я тебя с радостью Да, оставил бы. иди сюда, приходи, давай. По-братски. Иди сюда, я говорю. Успокойся, Хазбула. По-братски. Ой. Хазбула, по-братски, успокойся. Таджикистан, вперед! Тебя никто Хазбула, в Дагестане по-братски, не Хазбула, уважает. Ты только позоришь Дагестан, ты это понимаешь? Хазбула, по-братски. Хазбула. Ты опозорил Дагестан. Отпусти меня. Хазбула. Иди сюда. Ну-ка, что ты скажешь? Иди сюда. Он не успокаивается. Подожди, сейчас закончим. Блин, он же как курица себя ведет. Иди отсюда. Садись. Пожалуйста, продолжим. Отпусти, я сказал. Не быку, я сказал. Отпусти, я говорю. Хазбула, по-братски. Отпусти, я сказал, ты Хазбула, понимаешь? я понимаю все. Хазбула. Успокойся, Абдураз. Курица. Отпусти, я сказал. Я съем его сейчас, отпусти. Хазбула, по-братски. Успокойся, Хазбула. Садись. Хазбула, по-братски. Хазбула. Давай, чтобы не ту. Синяки будут. Не будет. На руках синяки будут, брат. Не будет, а что это за синяки качаешь? Успокойся, брат. Все, пацаны. Этих ребят мы останавливали и в начале пресс-конференции, и сейчас. Я уже вспотел. Хазбик. Почему так?
Абдурозик же ведь ничего не говорит. Он говорит, что в клетке вы разберетесь, брат. Зачем лишний болтать? Лучше здесь... Смотри, Хазбала, смотри. Слышишь, имей уважение. Общайся нормально. Я с тобой общаюсь по-братски только ради этого человека. Я по-мужски с тобой общаюсь. По-человечески. Я тоже могу орать. Я тоже могу тебя ударить. Если бы не было его, я бы тебя порезал бы на куски. Ты понимаешь это? Подожди. Я не оставлю. Хазби. Все, Хазбала. Успокойся, завтра поговорим. Клянусь Аллахом, если ты дотронешься до меня, я тебя порежу на куски. Обещаю тебе. Брат, по-братски оставь, да? Успокойся, брат. Не. Абдурозик, сиди, не надо. Сядь и успокойся, после конференции поговорим. Я тебя отпустил бы, но не вариант отпустить Хазбула. Хазбула, я пойду. Хазбула, я не могу оставить тебя. Хазбула, по-братски успокойся, да, брат? По-братски, я тебя прошу. Хорошо. Рамадан же, да? У тебя позже, брат, а? Брат, у тебя позже. Хочешь кое-что скажу тебе? Ты прекрасно понимаешь, что сейчас тебя Тамаев не отпускает, поэтому ты так истеришь. Успокойся, потише. После конференции выйдем, поговорим на любую тему. Хочешь, подеремся после конференции. Веди себя адекватно. Знай одно, если ты хоть пальцем дотронешься, отсюда выйдет твой труп. Ты понял меня? Все. Ой, что? Не. Все. Ребят, я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Пожалуйста, не поленитесь, прямо сейчас подпишись на этот YouTube канал Асхаб Тамаев. И как наберется тут 1,5 миллиона подписчиков, я закидываю продолжение пресс-конференции и бой. Погнали!